Ава. Дербен гуси в тебине, кто никти, Дамахава. А жеп güzel şehreim, hiç tüjeday tihereim. Üzüm rinbul behereim, har kamuna sabah ava. Ухшаря Багдад тишкил, а чувшада харса гюхил. Сападахя, сападяхил. Майдан, Курух, Яйлах ава. Халис Балкан, Халис Файтун, Гуря Квалах, Кчун, Гатун, Бухарадин, Бармак Палтун, Алукунин, Саях ава. Рахадайла, Мицер Ширин, Ахалия, Акулдирин, Коджасанал Бахдасирин, Чарха Висни, Булах ава. Устарария Кче-Кче, Хардазава, Вичин Пише, Пенжерайра, Бюлюл Шише, Хаят, Балхун, Утахава. Мухман Арквес, Харчикадай, Хам Ахцехай, Хам Кубадай, Аштер Хандай Хакшурадай, Харнай Ина, Кунах ава. Стал Сулейман Яситар, Рахадай Туш, Алачискар, Акунасас, Гурлу Базар, Har şurikab, Kaşakhava. Aferin. Hayı halcin, rigi teres mizanya. Adan hakval, adan düz val şaksuz ya. Hateresi, alsum zavay sanma. Harbedetin, ümidire kadus vay. Vikamadin, kezil darar daim ya. Şkan başı, rige menzeri. Şival şehyu, şical vadi kadim ya. Rekhalurday, hedyavun şineveri. Varmak şına fineliz Reskeşilir Hüyda sadval hamişa Очередь Харса Миллет, Чимектеп Дин Кол Назани. На детей Дис Ая Минет, Бунан Ая Кел Назани. Очер Яру Хар Билилив, Авам Яз Амух Исаив. Gerek Хагия Кисипсини. Илимдин Кенгел Назани. Джиржа Давоз, Паразатар, Газет Резник, Хиз Дафтар, Ктур Жбан, Кчик Дафтар, Карта Хуй Энгел Назани. Хочу, Карандашни Кагаз, Илим Дивай, Жемиль Яргаз, Нах Кайтарсар, Жваш-Воз, Хкош Великел Назани. Стал Сулейманан Гивил, Хелбет Адан Фикирехил. Тарс Гузавай инсан Динвил, Аллас Тамир Кел Назани. Все, фотографию на память.
Böyle kazandın satıyor. Ya bunca Allah satıyor. Ne kadar Теперь немного зайдем в музей. Дядя Ярвол. Вот Махмуд Гаджилаевич первый раз. Я? Нет, давно был, но после реконструкции нет. Давайте, нам куда? Давай. Сюда. Вот этот дом, это старый дом поэта, который жил он до 1933 года. В 1933 году вот в этот дом приехали самые известные поэты и писатели Советского Союза. И он к своему стыду не смог их пригласить домой. Тесно было в старом доме, и они допоздна сидели, значит, под этим большим тутовым деревом, что во дворе были. Читали друг другу свои стихи. А затем, когда вот эти товарищи уехали в Махачкале, сказали, что тесно поэту в старом доме, построен вот этот дом, который музей открыт. Она построена в 1934 году. С 1934 по 1937 год поэт жил в этом доме, умер он в этом доме. Похоронен, знаете где? Вот вчера вы были на могиле, значит, это первый человек у нас в Дагестане, который умер у себя дома, а похоронен в столице нашей республики. Значит, эту комнату тоже оставили, как и при жизни поэта было. Здесь оставался вот эта кровать, правда, она скручена вот такой вот. И вот эти часы, когда пожарники дали воду из окна, часы выпали, значит, и остались. Они не цельные были, они такие скрученные, ну, его часы. Показывающее время 10 часов 45 минут, это когда остановился сердце Сулеймана. Вот эта плойка и вот эти часы тоже из того музея остались, они сулеймановские. А все остальное, значит, это восстановленные после. Это Мусаиб, младший сын поэта. Младший сын поэта, он сам по себе был поэт талантливый, у него в 1940 году еще вышел первый сборник стихов. А вот в 1942 году он погиб под Сталинградом. Он был депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Маска лица и смех в руке снятый из покойного Сулеймана Аскаром Сарича. Вот здесь, на этом месте, правда, вот так стоял те, которые он в натуре был сделал. А потом они превратились в пепел. А восстановили? Это восстановлены сейчас. Восстановлены по этим фотографиям. Спрашивал министр обороны иностранных дел, и сам Сулейман выступает на азербайджанском языке. Этот язык он знал. Теперь он аж пристал, внимательно слушает его. После выступления приглашает к себе в президиум. После традиционных расспросов, по-лезгински хошбеш называется, да? Вот. Он у него спрашивает, что хочешь от меня? Он говорит, лично для меня и для моей жены 2 пары резиновых галош. Вот эти галоши. Сталин знал, что там подвох какой-то есть. Он говорит, больше ты, говорит, ничего не хочешь? Он говорит, если ты сможешь, а не было такого, что он не смог. Если ты сможешь, говорит, один консервный завод, говорит, тоже для нашего района. Меня что поражает, да? Вот этот, здесь сидят все члены правительства. Вот здесь сидит Микоян, нарком по нархозу тогдашний. Он отсюда спрашивает у него, Анастас, есть необходимость в Шымкенте завод консервный построить? Тот же не ждал такой вопрос, задаст ему или нет. Он встает и говорит, товарищ Сталин, у нас в Дагестане есть трест, да, плодоовощхоз. У этого треста есть молодой совхоз Береханова, который образовался в 30-м году, а это 35-й год. У этого совхоза более 100 гектаров молодых садов, которые вот должны урожай давать. И в 3 раза больше плодоносящих садов в частном секторе. Можно, говорит, там консервный завод построить. И вот построили его.
наш край Россия. Всей земли 1/6 наша сила. Здесь люди счастье приобрели. Страна такая, наша сила. Ты слышишь, Сулейман, певец, биение людских сердец? Бессмертный народ наш отец, вечно живая наша сила. Глава муниципального района Сулейман-Стальский район Абдулмуталибов Нариман Шамсудинович. Уважаемые друзья, дорогие ашагастальцы, сегодня, 18 мая 2019 года, как говорил Расул Гамзатович Гамзатов, селение Ашагастал подобен Мекке поэзии. Сегодня здесь многочисленные делегации со всех районов, городов республики, с многих районов и городов республики. Представители общественных, творческих организаций, Союза писателей России, Союза писателей Дагестана, представители представительного органа Народного собрания Республики Дагестан. Позвольте поприветствовать наших гостей на земле Сулеймана Стальского. Ваше участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию Сулеймана Стальского, замечательного, великого поэта, поэта и гражданина, выдающегося лезгина, представителя советского народа, объединяет нас. Вчера в столице нашей республики, Махачкале, прошли торжественные мероприятия. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить руководство республики, соответствующие министерства, ведомства, Союз писателей Дагестана за проведенные мероприятия. Мероприятия прошли на высшем уровне. Уважаемые друзья, Сулейман Стальский еще при жизни был легендой. Пожалуй, в истории мировой поэзии, я так думаю, не было такого случая, чтобы за какие-то 3 года поэт из маленького села Ашагастал стал выдающимся поэтом, чтобы его произведения издавались миллионными тиражами в Советском Союзе, да и за пределами, переводились на различные языки. Популярность такая, любовь к его поэзии, причины этого, они ясны. Это простота, это любовь к народу, это то, что он кровь от крови, плоть от плоти из народа. Он все надежды, чаяния, нужды народа доводил своим красивым, жгучим языком до населения. Он говорил: мои книги – это мои сельчане. Уважаемые друзья, Сулейман Стальский был и как человек очень порядочным, честным, служил своему народу и стране. Сулейман Стальский вечно будет в нашей памяти. Несколько лет назад мракобесцы подожгли дом-музей Сулеймана Стальского. Я тогда испытал единодушие, мы испытали единодушие нашего народа. Весь народ сплотился в деле восстановления музея. Буквально за короткое время музей был восстановлен. В этом опять-таки любовь народа к нашему великому земляку Сулейману Стальскому. Позвольте, дорогие друзья, поздравить вас с этим замечательным праздником, с юбилеем Сулеймана Стальского. Пусть на нашей земле, у нас в стране будет мир и спокойствие, мира и благополучия. С праздником! Слава нашему Сулейману! Спасибо! Слово предоставляется Ахмеду Магомеду Ахмедовичу, председателю правления Союза писателей Дагестана. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, дорогие ашагастальцы. Каждый раз, когда вступаешь на эту замечательную землю Сулеймана Стальского, такое ощущение какой-то ответственности
И здесь вспоминаешь какие-то моменты. Я сейчас вспомнил, как Расул Гамзатов последний раз приехал сюда, и как он прощался как бы с Ашагасталью, Сулейманом, с тем великим понятием, которое связано с ним. Поэтому он чувствовал эту родную родственную душу. Два поэта, один, который раньше него прославил Дагестан, другой продолжил это дело. Здесь соприкасались и становились единым целым Дагестаном, народом. Если бы в Советском Союзе было бы звание «Народный поэт Советского Союза», то Сулейман Стальский ее получил бы первым, потому что до сих пор мы читаем те письма, которые ему посылались с разных уголков страны, поддерживали. Сулейман Стальский был поэтом нового времени, нового государства, новой страны, новых понятий, новых устремлений, новых совершений и свершений. И он воспевал мужественно и достойно ту страну, которая освободила людей от рабства, дала им свободу, землю и все то остальное. И он воспевал большевиков, воспевал достойно, потому что именно они вытащили Сулеймана и подобных ему людей на свет Божий и показали миру. Сулейман Стальский остается вечно современным, вечно молодым, вечно мудрым, мужественным, великим и талантливым поэтом не только Дагестана, но и России, мира. Сулейман Стальский один из тех поэтов, о котором так достойно и величественно было сказано самыми выдающимися поэтами, писателями мира. О нем говорил Шолохов, о нем говорил Леонов, о нем говорил Тихонов, о нем говорил Безыменский, о нем говорил Пастернак, о нем говорил Мандельштам. Кто только не говорил. И люди разных кругов, разных мест, разных понятий, разных направлений. Они были едины в одном. В этом народном, истинно народном человеке сочеталась Божий дар, который ему дал сверху, любовь к народу, любовь к своей стране и внутренняя свобода, свобода творчества, свобода человеческая, свобода личностная. Это он доказал, не предав никого, ни своих друзей, ни своих поклонников. Сегодня я еще раз поздравляю вас с этим замечательным днем, Днем Сулеймана Стальского. День Сулеймана Стальского – это день поэзии. Недаром Расул Гамзатович говорил, что Сулейман Стальский – эпиграф дагестанской литературе. Сегодня я вам еще раз говорю, спасибо за благородную память, память о Сулеймане, память о поэзии. Спасибо детям, которые знают, читают и любят стихи Сулеймана именно на лезгинском языке. Пусть они всегда звучат, пусть они всегда передаются из поколения в поколение, потому что нам сегодня надо беречь своих поэтов, свой язык и свой народ. Да здравствует Сулейман, да здравствует поэзия. Спасибо. К микрофону приглашается Голубничий Иван Юрьевич, поэт, публицист, секретарь исполкома Международного сообщества писательских союзов, секретарь правления Союза писателей России. Дорогие друзья, дорогие дагестанцы, дорогие ашагастальцы, сегодня мы празднуем 150-летие со дня рождения великого сына Дагестана и всей России, великого советского, российского, дагестанского, лезгинского поэта Сулеймана Стальского. И я хочу от имени Союза писателей России, от имени Московской городской организации Союза писателей России сердечно поздравить нас и вас с этим великим нашим общенациональным литературным праздником. Сулейман Стальский был одним из тех, кто создавал молодую советскую национальную поэзию, одним из тех, на ком основывался и основывается великий авторитет многонациональной советской литературы.
В своих стихах Сулейман Стальский мужественно и страстно выступал против зла, против человеческих пороков, против угнетения народа. Сам он был плоть от плоти, от трудового народа, поэтому знал о всех его бедах, нуждах и запросах, и всегда во всей своей поэзии принципиально и жестко, но в то же время тактично и мужественно отстаивал интересы человека честного труда. Сулейман Стальский прожил плодотворную жизнь, и наиболее плодотворный пик его поэтической деятельности совпал с периодом революционных преобразований в нашей великой многонациональной стране. Сулейман Стальский, его муза, откликалась на все значительные происходящие события в стране Советов, и недаром великий русский писатель Максим Горький назвал его Гомером XX века. Этим он выразил не только свое мнение, что Стальский был великим гением поэтического слова, но и то, что он обладал истинным качеством поэта эпического склада. Во всем происходящем в Советском Союзе он видел то главное, позитивное, тот созидательный вектор и устремленность вперед в будущее, которое было в то время. Поскольку в каждой жизни и в те времена, и в современной жизни есть все, и хорошее, и плохое. Но поэт, гений своего народа, должен видеть главное. И Сулейман Стальский видел это в полной мере. Поэтому, говоря с народом на его языке, народ его услышал и понял. И талант Сулеймана Стальского был признан на самом высоком уровне. Он был удостоен высочайшего звания народного поэта Дагестана. Его произведения выходили тысячными и миллионными тиражами в нашем великом Советском Союзе. Сулейман Стальский обогатил лезгинский язык новыми словами. Его стихи создали новые шедевры лезгинской поэзии. Его фразы и строчки из стихов стали народными. Сегодня мы знаем, что его стихи не только не утратили своего значения, но и звучат в новой реальности с новой неизбывной актуальностью и остротой. Я хочу еще раз поздравить всех вас с нашим великим общенациональным праздником юбилея Сулеймана Стальского. Пожелать Дагестану счастья, добра, процветания и всей нашей великой многонациональной России, созидательного труда и мирного неба над головой. Спасибо. Слово предоставляется депутату Народного собрания Республики Дагестан Магомедову Габидуллаху Исмаиловичу. Спасибо, дорогие земляки, дорогие участники этого знаменитого торжества. Я вкратце хочу сказать подробно о творчестве Сулеймана Стальского. Здесь говорили поэты. Я хочу отметить одно, что Сулейман Стальский сохранился в нашей памяти, в нашем сознании, как вершина таланта, вершина мудрости, как человек, который без конца восхвалял наши достижения и вместе с тем бичевал все наши недостатки. Я хотел бы обратить маленький такой штрих сделать в сегодняшнем торжестве. У Сулеймана Стальского есть большой, знаменитый цикл стихов, посвященный детям. Как-то мы иногда, к сожалению, мало обращаем внимание на этот цикл, а на самом деле Сулейман Стальский, обращаясь к своему сыну, он всегда посещал школы, и он, предел радости не был его, когда он видит, что дети бесплатно, особенно в интернатах, обучаются бесплатно, одевают, кормят. Он говорил: дорогие мои дети, учитесь, у меня не было такой возможности, поэтому не упускайте. И самое главное, он, никак не забуду, Мусаиб, его сын, как-то посещая его больного в городе Махачкале, в больнице, этот день оказался 3 сентября, день
занятий. Он учился в это время в Дербентском педагогическом училище. Он спрашивает: да, как кефир хигаво? Шалахов, риксая, сагулах санзач, учка не дохлал, без вуланы катарсара очи зипата учи затану. Ну вот такой был человек, он всегда знал цену. Поэтому я очень просил бы, чтобы все мы обращали внимание на то, чтобы это достояние Сулеймана Стальского стало прежде всего достоянием наших детей, наших завтрашнего будущего, чтобы они вот то, что мы получили, передали последующим поколениям. Второе, я хотел бы обратить внимание, иногда мне кажется, что мы механически, иногда не осознавая до глубины содержание понятий Гомер 20 века, мы его слова повторяем после Максима Горького. Вы представляете, когда вдумаешься, а и мне приходилось заниматься этими вопросами, откуда все-таки Гомер. Гомер — это автор древнегреческий, автор 80-тысячной летней давности, который написал такие поэмы, как «Одиссея» и «Илиаду». И самое главное, и эти поэмы передавались из уста в уста, и как будто бы это народный. Сулейман Стальский, как здесь был отмечен, действительно из народа. Когда сюда приезжали русские писатели, Павленко, Луговской и другие, он попросил вот здесь, в его доме, почитайте стихи. Они читали, конечно, на русском языке, и сам Павловский говорит: мы не могли без тетради, без ручки. А Сулейман Стальский прямо импровизировал стихи. И Павленко говорит: да, говорит, сердце не режет, так, говорит, когда ручкой пишешь, а вот когда вы, Сулейман, сам начинает, из души выходит, это совершенно другие стихи. И второе, я хотел бы обратить внимание, что вот его стихи действительно стали народными. Многие они собраны из народа, потому что наизусть все знали. И третье, я еще хочу отметить, что все-таки Сулейман Стальский вот после 90-х годов, после распада Советского Союза, многие недалекие люди неправильно подходили к творчеству Сулеймана Стальского, как будто бы совершенно другие времена и так далее. Ничего подобного. Он бичевал, действительно создавал типичные сатирические образы, таких как недостойных. Он образ старшины и муллы, который всегда говорил Сулейман Стальский: ближе садись к плову. И судьи, который всегда готов продать свою родную мать, если в руки попадется взятка. И чиновника, самое главное, он даже говорит: Халам, чиновник, говорит, проходит, говорит, не замечая простого человека. И в связи с этим я не могу не вспомнить, я первый и последний куплет все-таки прочту, как он бичевал вот этих недостойных чиновников. Дальше не могу, потому что он вещи называл там своими именами, этой публике я нахожу. А первый и последний я все-таки на Изгинском прочту. Он писал, вот стихотворение его «Двуногий осел». Действительно, к сожалению, они встречаются, поэтому его творчество, его сатира и сегодня действенны, и сегодня актуальны. Вот он говорит: «Пэквачал пэквадай салам, акуназаз таравайтуш, чидач хиш ачугар улам, рикис хиш карайватуш». И последний: «Эй, Сулейман Иванер, нисхуил хусховстаконер, эхир квардуюконер, им челазух шаравайтуш». Поэтому как можно вот такие стихотворения не учить, не забывать, не учить на этих великих стихотворениях наших детей. И последний. Вчера глава нашей администрации нашего района, руководитель Нариман Шамсунович Абдумуталибов озвучил очень важное, очень хорошее предложение. Значит, о чем я думаю. Сегодня фактически особый день не только в жизни Сулеймана Стальского и в жизни всех. Я сегодня вот отметил, когда проезжал в Билиджи, в 1969 году впервые я со студентами филологического факультета приезжал сюда, и там нас встречал во главе с покойным первым секретарем Мехтиевым Зейдла Бабаевичем. И вот с того времени, сегодня 50 лет, как я участвую, и кроме того, сегодня 50 лет, как присвоили имя Сулеймана Стальского в связи со столетием в 1969 году. Поэтому 50 лет, 150 лет, 90 лет – это 3 события. И еще вчерашнее кино нашей династии. В связи с этим я хочу внести предложение. Наверное, это будет официально, как ваш депутат. Я его сделаю депутатским запросом. Настало время
настало время, тем более в прошлом году принят закон о внесении изменений в увековеченной памяти выдающихся людей. Там вообще запрещается переименовать улицы, снимать одни имена другие. Поэтому мы сегодня ставим вопрос от вашего имени, если вы не возражаете. Депутатский запрос будет сделан вернее, речь пойдет о восстановлении имени Сулеймана Стальского Государственному Дагестанскому государственному университету. Дело в том, в 1957 году лично я поступал туда, в Дагестанский государственный педагогический институт имени Сулеймана Стальского. Мы уехали на Целину, в 1958 году вернулись в Дагестанский государственный университет. От этого ничего не известно, поэтому мы считаем, трудно найти сегодня в республике такой объединяющей, консолидирующей фигуры и поэзии, и политики, социальной жизни, как Сулеймана Стальского. Я думаю, это будет единственное правильное решение, если мы вернем имя этого выдающегося человека, Гомера 20 века, этому ведущему нашему вузу, как называл Расул Гамзатов, Сакли, самой светлой Сакли Дагестана. Еще раз вас с праздниками, спасибо, дорогие друзья. К микрофону приглашается гость из Азербайджана. Из города Баку к нам приехала поэт и композитор Садакет Ханум Иримова. С праздником вас, дорогие друзья! С народным праздником! С возвышенным, гордым праздником! Народным праздником, который, вот смотрите, какая у нас церемония красивая. Толпы людей тянутся сюда. А я, как представитель Азербайджанской республики, хочу поздравить от имени Лезгин Азербайджана, от души хочу поздравить. Потому что это такой несравненный праздник. Мы тоже готовимся. Скоро, в конце сентября, в Баку тоже пройдет торжество, посвященное 150-летию Сулеймана Стальского. С вашего разрешения я хочу поздравить вас еще на родном языке. Köz suvarar mübarek ray, ruh qaqqanarday, çum agudday, çaz çal kanarday, insuvar köz virdaz mübarek ray. Stal Suleyma, час Баку давай, Азербайджан давай вири лезги ризни бахая. Учи злахайта, ада нафтаде мәден раколахта исара. Лезги чалах галасанал, Азербайджан чалалны гзаф ие ширар кханай. Стал Сулейман, тек тük сарика садьяки адан ширар, Азербайджанды христоматия рахатнай. Азербайджанды Qadala gızaf şair de adan şiirar Azerbaycan çalız el kuyurna. Am rahmet disfeyila Azerbaycan de khaldin şair Osman Sarıvelli dlahanay. Şehiz dahuy küst hayar kün vakhar. Köz rık'in tiyiday senetkarava. İ gafar haklahana gafar tuçir. Veri Azerbaycan de khaldin rik estal Süleymanaz sa kanivalva. İ kanival haksa insan dizava kanival tuş. Am hakni jilizgi khaldiz, ji çalaz, ji medeniyettiz, ji adetriz ava kanivalya. Zati kün veri rik insitxi damad mübarakiz kanzo, rik alxiz kanzo ki. Kanne erid yisi Bakuda Çin'e Samur gazet akudiz. Samur gazeti qilin temarika sat stal Süleyman'an yaratmışlar. Adam ömür direk, adam poezidin qeten vileriya. Çina ji gazetin Çinra ilk an gahti çap tahan var materyallar çapsıva. İlk an gahti öktakun var şiirar Çinik eldabru agak arzva. Ki razi vileldi qadis idlavilik Çina sa çapnu varsa şiirze közk elda imsa kitabdan hatma çir stal Süleyman'an sa şiiriya. Han şiir daldı za jvan gaf tamam reskanzva. Har muhannas jvan kolis göz kfiz qadam qsantuş. Nubatsuz gıbet hariyiz. Çurureke kam qsantuş. Aqul baluq dir ayaldi. Helbet xeyir dixti yaldi. Vafasuz arxapat aldı. Para namus gam qsantuş. Juva vinel gzaf harus.
Kimi jeş dünyada da yüz. Juva ar ayıp ya namus. Diyeceğiz avam kısantoş. Fitne dev dünya atsurday. Viş mihiyiz juv atsurday. Nahak mastan koler çurday. Gumer yab. Makam kısantoş. Akurla etem yevicevay. Hüste jeday viş viçevay. Bu çatayt arahas sivay. Ahalda huram kısantoş. Viçih kar hayıla düzmüş, masad burtejez begelmiş. Peki kit hizkana kızmış, çehe furs goy, kam kısantoş. Köza kozan ayam dev kada hihtin zurba şiiriyata. Zaz viri lizgirin torçala, hagnil Azerbaycan'da lizgiri torçala. Kasım hürün veriz, sağra luhuskanza, iştin zurba, iştin çehiş senetkar aradızgı çıkuna. Zaz hagni viri lizgi halk insit gıda mübarek izganza, in zurba şairdi, vişni yaxsanı çıdlahay, yisan yübile qeydiyalız. Sağra lizgi halk, sağra жвамбур. Слово предоставляется народному поэту Республики Дагестан Багаутдину Акжиеву. Дорогие ашагастальцы, дорогие земляки великого Сулеймана, сегодня нас снова собрал Сулейман Стальский. Хоть у каждого поэта моего поколения были свои кумиры, мы все же практически выросли у подножия памятника Сулеймана. Он оказался тем символом благородства и чести, чистоты и справедливости, который объединил всех дагестанских писателей. И мы, благодарные потомки, после его кончины проводим Дни поэзии Сулеймана Стальского ежегодно, более полувека по сей день. Это здорово. Бедняк из Ашагасталя, самый добрый и нежный человек по природе своей, сумел стать поэтом подвига, поэтом правды. Правду во все времена было трудно говорить. Что за это получали, мы все хорошо знаем. Но несмотря на это, стихи Сулеймана Стальского и до революции, и после революции отличались правдой жизни. Сам поэт в одном из стихотворений под названием «Злой у тебя язык, Сулейман» признается в этом. «Я на своем веку знавал и гордецов и зазнавал, из тех, кто точит свой кинжал и ходит злой, как бес, не так ли? Опасен человек дряной, на кровле спит он день-денской. Смотрите, что порой ночной не обокрал он вас, не так ли? Злой у тебя язык какой, ты, Сулейман, не всюду спой, чтоб не встретиться с бедой. Какой в том интерес, не так ли? Вспомним его дореволюционные стихи «Воскресный базар», ответ Гаджи Ахтынскому, слово о Малле Рамазане, «Ворона мнит себя орлом», купцы-чиновники, судьи и многие другие такого типа стихов разят наповал, актуальны по сей день. Хочется особо отметить преданность Сулеймана поэта к живой жизни, его главным целям, его любовь ко всему светлому в мире и, наконец, его веру в непобедимость жизни. Жизнелюбие художника никогда не будет отменено и навсегда останется сердцевиной творчества, ибо выше жизни нет ничего. В своих стихах Сулейман изучал свой сегодняшний день и как поэт вместе с тем ищет в нем черты завтрашнего дня, черты нового человека, человека в обществе социальной справедливости в социалистическом обществе. Настоящая внутренняя биография писателя – невыдуманная вещь, утверждал Николай Тихонов, знавший Сулеймана. Талант полный искренности и смелости не случайно чувствует зов эпохи. Обратите внимание, талант полный искренности и смелости. Этот зов эпохи всегда был для Сулеймана определяющим. Сулейман был поэтом, и с этим ничего не поделаешь. Его речь, как его выступления были как песни, как продолжение его стихов. Он сумел услышать главные песни своей эпохи и передать нам. От человечности и человеческих качеств Сулеймана ходили легенды. Когда у народного поэта Дагестана Аткая Аджаматова спросили: «Ты, Аткай, знал Сулеймана? Какой он был человек?» Аткай ответил: «Ол Адам Сулейман эды», что означало «человечный Сулейманом был». В разные годы стихи Сулеймана переводились и на кумыкский язык. Его стихи переводили и Абдулбагап Сулейманов, и Анвар Аджиев, Камиль Султанов и целый ряд поколений молодых писателей. Если бы Сулейман дожил до сегодняшних дней, он написал бы вот такие строки. «Для человека ныне
нынче, что правда, что хула. Мир вечен и огромен, Создателю хвала. Народов разных много, и вера вроде есть. Но где они на свете, достоинство и честь? Один рожден быть бедным и богачом другой, но все живут зачем-то в печали дорогой. Казалось бы, что участь одна для всех дана, и солнышко всем светит, и свет всем луна, и этого бы счастья хватило бы нам вполне. Не надо строить замки на призрачной луне и солнце брать в аренду на слишком долгий срок. Об этом говорил нам великий наш пророк. Он говорил: Всевышний всегда глядит на нас. Живите пред Всевышним, не опуская глаз. Мин яша, Сулейман Паша. Слово предоставляется министру по делам религии и национальной политики Муслимову Энрику Селимовичу. Салам алейкум, добрый день, уважаемые жители села Шагасталь, уважаемые жители Сулейман-Стальского района и гости. Поздравляю вас всех с юбилеем нашего великого поэта Ашуга Сулеймана Стальского. Каждый человек, когда открывает произведение, прикасается к творчеству великого Сулеймана, по-новому открывает его. На днях, читая его письма к другим и других к нему, я увидел, что он является патриотом, интернационалистом с большой буквы. В 1935 году он пишет письмо Максиму Горькому со словами: «Дорогой товарищ Максим Горький, у меня к вам всего лишь одна просьба. Скоро 15-летие Дагестана, 1935 год. Я прошу вас прислать в Дагестан 4 писателей. Не потому, что у нас нет и некому писать. У нас они очень хорошо пишут на своих национальных языках. А я бы хотел, чтобы о Дагестане, о развитии Дагестана, о горцах написали именно русские, для того, чтобы довести до каждого уголка великого Советского Союза. Этим он показывал и доказал о том, что он является интернационалистом, патриотом, для того, чтобы знали о Дагестане не только в Дагестане. И все его творчество сегодня говорит о том, что он стал не только поэтом, ашугом Советского Союза, Дагестана, а всего мира. Он человек, который принадлежит миру. С праздником! Спасибо всем! Слово предоставляется Махмуду Гаджилаевичу, заместителю председателя Народного собрания Республики Дагестан, первому секретарю Коммунистической партии Дагестана. Добрый день, дорогие земляки! Такое ощущение, что сегодня на этой прекрасной площади собрались не только жители этого чудесного района, но и весь Дагестан. Потому что стихи Сулеймана читают во всем Дагестане, во всей России, во всем мире. Я с удовольствием хотел бы вас поздравить от имени всего Дагестанского корпуса депутатов, председателей Народного собрания. Пожелать, чтобы та гордость, которую вы имеете в своем селе, в своем районе, она приносила благополучие всем вам, вашим семьям. Дагестан всегда называли краем поэтов и писателей. Да, и Сулейман в годы советской власти возвысил до такой высоты, которой его знали весь мир. Да, и сегодня не только сами поэты, писатели испытывают определенные трудности, но и весь дагестанский народ, весь российский народ, который своими стихами защищал наш великий Сулейман. И сегодня его стихи очень актуальны по тем проблемам, которые у каждого из нас в жизни возникают. Но мы должны сами думать о том, что надо возрождать свою жизнь, надо поддерживать таланты не только поэтов, писателей, но и тех выдающихся наших людей, которые помнят не только наше прекрасное прошлое, не только тех выдающихся людей, которые прославили наш Дагестан, но и думать о будущем, чтобы эти таланты приносили пользу своему народу, своему краю. Я хочу вас еще раз поздравить с этим праздником. Думаю, праздники должны нас учить в том, что анализировать, что в нашей жизни хорошо мы делаем, а что не так. И, естественно, коллективно стараться, чтобы те люди, наши дети,
которым мы хотим пожелать прекрасное будущее, они и прекрасно жили бы. С праздником вас, дорогие друзья! Слово предоставляется директору Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского Эминовой Динаре Мурадиновне. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы все прекрасно знаем, что на сегодняшний момент для многих поэтов, писателей, музыкантов и даже художников Сулейман Стальский является своего рода духовным отцом. Ведь действительно, Сулейман Стальский – это поэт, чьи простые и мудрые стихи покоряют сердца каждого человека. Они летят просто, легко, но в том числе и мужественно по всей стране. Они несут с собой бесконечную любовь к своей родине, к своей стране, к своему народу. Но также в них чувствуется и какая-то непримиримая ненависть ко всему тому, что мешает простой, обычной человеческой жизни. Всю свою жизнь, все свои корни, труд крестьянина, народного поэта он посвятил своей стране. Великим является поэт тогда, когда он посвящает, воистину воспевает ценности духовные именно своего народа. И именно таким он останется в наших сердцах. В этом году, в 150-летний его юбилей, по всей республике отмечается мероприятие Сулеймана Стальского. Но и не только в нашей республике, и во многих городах нашей страны, и даже Азербайджана будут отмечать юбилей Сулеймана Стальского. И, конечно, это все потому, что этот великий поэт воспел Дагестан по всей нашей стране. Как сказал Расул Гамзатов, кто прославил Дагестан, как великий Сулейман. Мы же, Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр имени Сулеймана Стальского, очень гордимся и дорожим тем, что уже более 80 лет носим имя этого великого поэта. И мы принимаем участие во всех мероприятиях. В этот юбилейный год мы показываем фестиваль. У нас на стационаре 22 числа проходит фестиваль-конкурс на стихи Сулеймана Стальского. Здесь мы покажем вам театрализованное представление. У зрителей появится возможность окунуться в атмосферу его жизни и в конце концов прикоснуться к его бессмертному творчеству. Hürmetli dostlar, Avaytan ve Muhmadar. Хай ишад меджлис зас ва стал Сулейманан таруних галай, чи лезги театр ди коллектив димпатай. Көз веридас мубарак исканза, рекен сид гыдай мубарак исканза. Кö веридон олера бахтар бере катар хурай. Көз Аллах тичандин сагвал, рекен шадвал гурай. Чи динья ислях хурай, саграй кö вери. Слово предоставляется профессору Магомеду Ибрагимовичу. Дорогие друзья, позвольте от имени научной общественности нашей республики поздравить жителей Сулейман-Стальского района и всех нас с этим замечательным праздником, 150-летием со дня рождения великого поэта Сулеймана Стальского. Кроме того, в этом году исполняется 90 лет со дня основания района. Хочу поздравить жителей во главе с Нариманом Шамсудиновичем, пожелать району процветания, чтобы таких праздников на вашей благодарной земле было много. Спасибо. Слово предоставляется нашему гостю Халилову Мамеду Гаджихалиловичу, писателю. Наш земляк приехал из далекого Ярославля. Салам алейкум, джамаат. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Долго говорить не буду. На празднике поэта, на юбилее поэта должны звучать стихи. Спасибо лезгинскому народу, спасибо дагестанскому народу за замечательного сына. Я прочту стихотворение. Глагол. Не блещет время новизной, и ложь мы знали, и разврат. Не раз все было под луной. Было молчание ягнят в толпе, гонимой на убой. Но были и костры из книг, секута в чаше и кинжал, и в бронзе отливали миг, когда под вой невежд пылал мудрец, кто был в веках велик.
не этих жажду я высот. Я человеком быть хочу, бросать зерно, что прорастет, взметнется к светлому лучу, ростком пронзая небосвод. Мне мерзок крашеный загон с кричащей наглостью реклам, где ложь, отлитая в закон, корыто предлагает нам и корм, и беспробудный сон. Но я не стадо, вольный зверь, своей шагающей тропой. Я не желаю в эту дверь. Так что же? Значит, я изгой, я враг, исчадье тьмы теперь. Рисунок бытия непрост, меж полюсами не пройдешь. Окно в ночи, мерцанье звезд, и правда дня, и ночи ложь, и тьма со светом вперехлёст. Назначено гореть, гори, наступит время и словам, но не чади зазря, не ври, вранье не свойственно губам, коль жажда сушит изнутри. И друг, и враг, услышь меня, черна изнанка синевы, и сумрак ночи, сгусток дня, и пусть я все то, что не вы, но ведь и вы все, что не я. Сам настежь, васильком воржи, я рад открытому врагу, вражда и кровь, изнанка лжи, и захотев, я не солгу, не мной, собою дорожи. К чему ненужный разговор, изогнут горизонт дугой, у каждого свой кругозор, и крест, и жгучий уксус свой, свои осанна и позор. Что делать, если я другой, что к духу рабства не привык? Мне ветер нравится тугой, и мой, почти не мой язык, глагол сжигает огневой. Спасибо, Джамат. Еще раз с праздником всех вас. Слово предоставляется Ибрагиму Магомеду Ибрагимовичу, главному редактору «Лезги» газет. Салам алейкум, уважаемые земляки, дорогие гости, участники сегодняшнего торжества. Свое короткое выступление я хочу произнести на языке Сулеймана Стальского. Стал Сулейманан вишняхсун цудисан юбилей и мне инки текса лезги халдин хакни вири Дагустандин вири ülkedin suvari iktirdi ke kurmishnu amerikatин гурду вири серехати инал майдан дал рахазва чи багри мухманри ялавлу рахунри саргучи геренда арадалхкай шаирдин кол музейди раизу субутсу Дагустан ди халди шаир хамбиче хаметова ди ихтин зарарау халк аджустуш квачеравай рюкхеда кехал халди кехал армат кжеда лезги папа чашар вили ханада аммасатуар алаздин час хкеда Eğer lezgiçili, lezgi haldi, i barkavan, i berekatlu çili çaz, stav Süleyman aktin zurba bacarak, zurba çeşme ganvata, içilel aktin tsirer madni kşedi, içilel aktin beherar madni jedi. Kanzavadi, akasva nesilriz, haha irsini kadir kon, qağı kon, ham veliktit kon salamahtiz, Çi akasva nesir agakon, im çi bu bayri çaz tunuva vesi, şah hürmetli lezgiya çunçi bu bayri vesiriz vafalujen. Sağray kün, zaz keldi juan vaviri lezi gazeti redaksi din patay, kvez i suvar ergin sit keday mübarek izganzova. Sağray, sağray, sağray. Слово предоставляется директору Дома-музея Сулеймана Стальского, внучке великого поэта Лидии Стальской. Бахая за зидидерин, садран ичи тежер кварар, бахая за зибубадин, хамишанда ачух варар. Дорогие мои, эти ворота всегда открыты для вас. Большое вам спасибо и низкий поклон. Саракü, kübalera hemişe şad yülerhuy. Küça sахуй, кюрик шадхуй. Сара. Послушайте живой голос Сулеймана Стальского. Сулейман Стальский читает свои стихи.
Bolşevik firkal hortar, yaşam İsrail'in adustar, gerektirdim o faşistler, Saraputar Adana'ya. İspanya'nın kesip halkara, şidide yer Rusel vahara, Bohumaya hopalahar, harsakas жива. Торжественная часть завершена. Начинается художественная часть. Teklif var. Hükümetin Kaspi, Tarılay, Kulerin ansambldis.
Район Дикаймани, Тамамарда Эрзиман Османова. Sağ Süleyman'ın bilbil tarlaymani tamamarda Dağıstan Respublika'nın layıklı artist Samar Melikova, Yarahmet Yarahmetova ve Erziman Osmanova.
siz beheruda için bildim. Doğuşçala babana, abivam siz bana, harayız bana, koçin bildim. Doğuşçala babana, abivam siz bana, harayız bana, koçin bildim. Şair Stal Süleyman, Tamamarda Tofik Magomedova. Süleyman, Süleyman,
cilavileri Yazgisiyle hıdaysal alhamişa Muhattaдаç içi güldin sineri Hıdaçke kaldiz buna barışa Hayır kaldin neyin terez misal ya Adam hakla adam düz balşıksız ya Aterezli şaşırtır bu insan ya Bunun yolacı yoçemer yalvaksız ya Nezgiçilini yapmışlar biz Namuslumun üşmek kanıma Şair İştah Süleyman Çilikere barkavan idi Meher namus şaşmek kanıma Rihan sazan Süleyman 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 İştah Süleyman 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 Şair Süleyman 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 İştah Süleyman 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 Şair Süleyman На сцену приглашается Сиясат Холодаева. Ассаламу алейкум. Всех с праздником. Песня шуточная. Голубке голубок, а девушке дружок, рабочий молоток, а пастухам рожок. Походит хорошо, раздолье табунам, наборник ручкарам, нагорный лук стадам и позах чабанам. Подходит хорошо, 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 подходит хорошо. Голубке голубок, подходит хорошо, 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 подходит хорошо. Ах, девушке дружок, подходит хорошо. А бабушке вязат, а дураку кричат, крестьянам скот держат и гряды поливат. Подходит хорошо, училищу звонок, зовущий на урок, охотнику селок, а лошади есть бог. Подходит хорошо, 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 подходит хорошо. Голубке голубок, подходит хорошо, 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 подходит хорошо. Ах, девушке дружок, подходит хорошо. Рабочий наш родной, с лопатой предо мной, он честный и простой, правительству такой. Подходит хорошо, задорник веснам, а счастье радоствам, веселье шум и гам, Кавказу Дагестан. Подходит хорошо, 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 подходит хорошо, задорник танец нам, подходит хорошо, 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 подходит хорошо, Кавказу Дагестан. Подходит хорошо, 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 подходит хорошо, задорный танец нам, подходит хорошо, 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 подходит хорошо, Кавказу Дагестан. Подходит хорошо. Спасибо огромное. Aziz dostlar, za sahnedeyiz. Buyurluğuzva
Sal Süleyman Tırnakkolay hukumat din, drama din ve müzika din, lizgi tiyatr din klin rejissör, Dağıstan Respublika'nın halkın artist Mirzabek Mirzabekovas, Вечи коллективный голос. Buyur, kabul ya. С праздником, дорогие друзья! Я знаю, что сегодня очень много гостей с разных городов нашей необъятной страны, поэтому позвольте мне еще раз поздравить вас с этим великим, прекрасным праздником. Сейчас вашему вниманию хотим представить отрывок из спектакля Лезгинского музыкально-драматического театра, посвященный последним годам поэта Гомера 20 века Саджиддина Саидгасанова. Сулейман Стальский, заслуженный артист Российской Федерации Абдуллах Габибов. Мусаиб сын Гамзабек Эмиралиев. 1937 год. Народный поэт Дагестана Сулейман Стальский, чувствуя, что жизненный путь его подходит к концу, все время проводит в одиночестве и воспоминаниях. Вместе с сыном поэт размышляет о жизни, о событиях последних лет. Он беспокоится о дальнейшей судьбе страны и своего литературного наследия. Dedi afarani onu. Çimiz bozu fune kısa. Çakwa jıva xılar za sartuh işte havaça. Sadaki dah pedeki zon. Ake dah şaçna ihtila davamri. Ya da buna ömürde yargıl siyahat onu. Bakuda, Samarkanda, Gence'de zehmeh çuguna. Hayı hürüzhtala buna peka fikir zva ya da. Zaçi zvaval vavsa zatni goçirdi. Devlet vaga kazanmış iskanaç. Haketin ya da huma duçiz hürüzhtan. Can xamasayib xayvata gızaf şirin da zatya. Cehil vaxtara kar qatonu tuvortani. Yaş kayla insan vatani vichel biçuvan. Zun kayı vilayet rikaza zifir. Zidagostan muqatil çir kayla. Zavaçan xumat a gurbat rahpazit khanash. Adlani gayri mekerari da vakti kalwa. Yüşüştü kartuş. Zazik esmet ina zivatan da can. Aman madvay çizvadi ki zimariyat, zimani, zihayı khal. Ma idla baha devlet zaz hina gida. Zaka şair haydi çakha. Mari talaşıp on себе без хайкари. Am ziga orada kada akıllı, halis, dahvi diş ehlidir. Çarxım sayıp zaz, alata vaxtarı gelfiz azvaç. Gelecekte vuhşet Allah'uz hadaka fikir zozar. Ah bahikjida, baka hikjida. Sayvişi sala hikjida. Zonte ama, baka amaç. Biz içi halka
Хари чиватанди эфир хикура. Яраблоза. И инсанри рикел. Чо аломук бани идата. Зефике долдах врих сонждаде. Во архаинку. İnsan pes savadlıcıdır. Şair i dünyada fi kala. Adı daha ömür başlamıştı. Ve şiiri hersa insan diz aşkı, eves, luvar kutadı. Hayı vatan kanardı. Çi halkamak o, vidva, ve şiiri hersa insan di rikerjede dağ. Kısa kolis kıfinço. Şacağım fararı fizu vaktiydi. Слова сына стали пророческими. Имя поэта и через 150 лет у всех на устах. Его произведения читают. Его творческое наследие изучается, его поэтическим словом не устают восхищаться. Его книги издаются, его юбилей торжественно отмечается. Все это еще и еще раз доказывает, что имя поэта и его поэтические слова живы и выписаны золотыми буквами в летописи истории Дагестана и России на все времена. Поэты сегодня продолжают поэтические традиции великого сына Дагестана Сулеймана Старского. Стихи народных поэтов Майрудина Бабаханова, Абдуселима Исмаилова, Хамча Хаметовой, Абдулла Муталибова, Саджидина Саидгасановича читает артист Лезгинского музыкально-драматического театра. Ибрахим Рамазанов, народный артист Республики Дагестан. Сагидин Думаев, заслуженный артист Республики Дагестан. Агакан Агаханов, заслуженный артист Республики Дагестан. Валерий Сулейманов, артист театра. Зейнаб Заирбекова, артистка театра. И Марьям Заирбекова, ученица 4 класса школы номер 21 города Дербента. Mezgirin par, kut patakti maşhur vur Süleyman. Galahtiyiz halpat oldu zehmetçi vur Süleyman. Hiç sadranlık intir çalar tunumuna çaz. Tüzlü peş intir bağ tunumuna çaz. Ona kutur güzel bağda bir herkes vatarari. Her süredin yemişri datmış sıvı halkari. Kızıl mir kudi kadaç, bu zaten bir kızıl ya. Sükse batmış cedaç, bu zaten bir kızıl ya. Kızıl dikiz bunu sar buzamaz maçarada. Madem uqda milyon sar, Süleyman'ın dünyada. Zaman yer kuluktaz, gunfidiman yer gariz. Savqah çedim işirer. Hay amri, halkariz. Süleyman'a atoğna çiğ, fikir zava devirikay. Kanva ada zalan parar, viçin derin fikirikay. Hurayluhuz kamal divan, midaviler kelgay buruz. Çurjez kiçez kiner naqan, iyir tiyir şelgay buruz. Rahok şair, kalur arek, cemaat khebni canavurya. Vigafuniv guma kerçek, hakikatin takabburu. Çira çazni şaivilin, tarçek hiktin adavata. Vi kamaldin mahir vilin, zurba olmad nikhavata. Rasul Hamzat, çüngür vakti, Zav Süleyman bubadi, çidere ramadhat nava, van halkari suzadi. Alaş bulaş devir kanva, hak nidvana vaçir, ve hez kazva, kiz kizava, kufal ünlü galaçir. Dert kaluriz kanzavazaz, kredi nükubadi, Rasul Hamzat, çüngür vakti, Zav Süleyman bubadi. Am khurudolakh kashdaza, jelchi maqam qugada, adaz yap guz belki khaldin, dert sadimil qugada. Adab sir bahar lezgidin, al diz darma davadi. Rasul Hamza çügür vaqtse, Zav Süleyman bubadi.
Qadarsız yaxayıcılın nimetar. Him yesirhat mihivilin xiyaldi. Vatan, vatan, bir işte de belena. Hayıcılıl, hayindin koçatala. Şarvilidin turto da çıgılena. Bey haber diz, düşman dira gatala. Qeb, avazi vatan diz. Aqepinin Qaravulda Şarvilidin turgılevay merdruha yarakvada. Aqepinin Serhattal, Süleymanan, Mayakovskidin tsarala. Vatan, vatan, putsi malay çüngürdal, meçi kazmada, yaşlı şair ditkür raymani, agakna aku, merkez divçihi, rikeriv kakan, maydan dal yaru. Rahana vises, hayi vatan, hayi cin, hayi qeb, putmani, put siminal. Salizgirin tuzun şair, ya Kafkazdin şair duş, şair yazun esaserdi, kuraba duş, fakir duş. Hayi çilin, çihi hizan, hisnavuna arifti, haktir divun şair masan, subutarna tarihti. Hikon dikiş cezvatani devirar, çak hün gerek hava, baha ibirar. Sadallahdi, çaz guzamay kon ümirar, vefallıcen Süleyman'ın vesiriz. Abu zemiyat kiz daim bulakda, ham gaf, ham kar, mihibur jen kolakda. Zehmet çıkal, hüm patoldu, vatanda vefallıcen Süleyman'ın vesiriz. Hal devilik namus miki kum patal, azat biliz behrar gum patal, çi nesil düz terbiye gum patal, vefalıcen Süleyman'a vesiriz. Şal yukan düşman halt aydani, şun abrik kadaytuş, nesilar vilik tkuz, vilik filiz Süleyman'a kadaytuş. Vefalıcen Süleyman'a vesiriz. İbur koru gafartuz zalahay bur. Ey sadallah çaz takuray takay bur. Düzdir gafar kum pataldi rahay bur. Vefalıcen Süleyman'a vesiriz. Яс хаяр, пула вайдас, начальник уртахханахи, вичиз девлет пула вайдас, кисипар алчахханахи, инсаф аявуна залу, кисипар изгумир тунру, ешке добрым утром, халк дизвакай махханахи, İliz fidani, kükrar hak düzjedani, саграйлугус, до свидания, и масса саяханхи, гурел тар этигна мука, никедиз лугус ва молока, чколни шиш, каструлка, ихтен кап кажаханхи, кулавайц узлугус огонь. Киридиз лугус брагон, Кенерал хаила яру пагон, Кишерал кармаханхи, Гафаум на Сулеймана, Бязи бурхана дивана, Кесибар амасксана, Бязи бур уяханхи. Sehne Dağıstan din halkın artistka Farizat Zeynalova diz teklifsuva. Buyur kabuluya.
театрдин актриса Эльмира Караханова дикез, стал Сулейманан Мария Тарлаймани Башсова. Шамсудин Исаеван Гафарис Абдулгабибова Кхенмай
Mani Stal Süleymanız Başsıvay. Tamamarda teatrdan aktrisa Fatima Fizulayeva. Матса театрдың артистка Гуля Литмазова. Buyurulunuza sahnedeyiz. Amina devlet lo kabo, nazına da zgul.
Hürmetli dostlar, Çınakı fikirdiz, rayonun Готфрид Ильич Гасанович Николай, ayaldın müzikadın, şkoladın kolektivdiz, buyurunuzla, abrikez Süleyman Tarlay, Хордин mani tamamarda. Hakmaçıvaldı Zipatavgay Bici Ruş, имязва победитель, чей районды стал Сулеймана Ширского Бахшновой конкурсе победителя засята хаялдык микрофон гугузу. Стал Сулейман, пязях мак техневат ос, эвишта улам тиидис, теш пузарал микис кацос, рахадай макам тиидис, эй фугаровун акшамир, сивегак тиидис, немир, файдава честфиде өмир, захутни хамам тиидис, аквамир возвуни зурба, всякий закоз якает сарба, венгерек тушрак он зарба, хикетани аям тиидис, эй Сулейман вуньон устар, авайден бахурун дафтар, вунала часа кастин мехтеле чун хам тиидис.
Kemal Süleyman Uruşaris Torlaymani Tamamarda Sadaket Sayyidovadi. Чи концертин мат самани ватанди кай фикир из. Тамамарда Сабират Гасановади. Я вижу каждый раз во сне родные горы, путь домой, орлов, парящих в вышине, лезгинских гор, храня покой. Я слышу твой призывный глаз, я по тебе, мой край, грущу, стать камнем, как наступит час, я на земле родной хочу. Zul sanani
Altkanva, Kez Viridas Çulsal iştirakuna